Согласно действующей зачетной системе, больничные, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работодатель оплачивает из средств организации и в дальнейшем производит взаимозачет с фондом социального страхования. Новая система оплаты пособий предусматривает сокращение срока выплаты и схему, по которой, получив реестр от работодателя, фонд социального страхования оплачивает застрахованному гражданину все пособия напрямую. Прежде всего, это большой плюс для самих застрахованных лиц будет. То есть теперь получатель пособия, то есть застрахованный, будет напрямую получать выплату на свою карту. Это исключит ошибки, то есть бухгалтерам облегчит работу, а застрахованному более удобно будет получать. Хорошие вопросы задают. Видно, что страхователи у вас готовятся, уже изучают все законы, нормативную базу. Плюс этого проекта еще и в том, что если, к примеру, застрахованный гражданин, получив больничный лист, не может длительное время получить по нему оплату, то с внедрением нововведений будут установлены жесткие сроки. Со дня обращения застрахованного лица в течение 5 дней работодатель должен обработать полученный больничный лист, а фонд социального страхования в течение 10 дней произвести выплаты. Кроме того, облегчается работа страхователя, поскольку он как бы теперь упрощается его процесс, он только передает сведения в фонд социального страхования. Ну, в общем-то, процесс, он становится прозрачным. Он исключает всякие коррупционные какие-то, возможные какие-то коррупционные схемы и так далее. То есть это, конечно, действует во благо всех, скажем так, этот проект. На сегодняшний день проект фондов соцстрахования запущен в 39 регионах России, а с нового года к нему присоединятся еще 11 субъектов, включая нашу республику. К 2020 году проект планирует задействовать на всей территории страны. Страховщики подчеркивают, важно заранее подготовиться к грядущим переменам. Перед страхователем стоит самая большая ответственность сейчас, возлагается на страхователя, поскольку они должны проработать с каждой из женщин, которая находится в декретном отпуске. Они должны уточнить списки, взять заявление, в какой форме она будет получать пособие, на почтовый адрес, на банковскую карточку. Значит, передать эти сведения вовремя к нам в фонд социального страхования. Ингушское отделение фонда соцстрахования планирует охватить максимальное количество страхователей в регионе, чтобы донести до них всю информацию и ввести в курс дела. Поэтому специалисты из Ростова будут в течение недели посещать различные площадки по всей республике. Следующие по плану город Малгобек и Джейравский район. Микаэл Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.